Ловкие движения, сосредоточенность, немного колдовства и креативная прическа готова. Через умелые руки парикмахера Станислава Крылова проходит немалая часть мужского населения Сибая. Да-да, появлению в городе ухоженных джентльменов женщины во многом благодарны именно ему. Мужскую красоту молодой барбер наводит на протяжении 4 лет. Кстати, профессия парикмахера отнюдь не мечта детства. Судьбоносное предложение предопределило будущее Станислава. Я стригся у одного мастера, у своего. И вдруг в один момент, когда я к ней пришел на стрижку, она предложила мне поучиться парикмахерскому искусству. Я что-то долго не думал, собрался, договорился на той работе, то есть вечерами я уходил с работы, занимался в салоне, учился, получается, всех своих друзей перестригал. Бедные друзья, конечно, первые. Все сначала не так все гладко шло, но и потом все как-то так быстро закрутилось, завертелось, и я все-таки оставил, наверное, свой выбор на мужской профессии, мужской стрижке. Как-то женские стрижки меня как вначале не зацепили, так и, наверное, на сегодняшний день. За 4 года активной творческой деятельности у Станислава Крылова появилась своя клиентура. В кресло креативного парикмахера уверенно садятся подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет. Большая часть, наверное, мужчин все-таки больше следят уже за собой. То есть та же самая борода, 3 года где-то, наверное, буквально, она сейчас у нас идет так в тренде. Все носят, кто-то пытается отращивать, кто-то бесится, у кого-то она не растет, ну и так далее. Те мужчины, юноши, парни, которые следят за своим имиджем, они ходят, кто-то, может быть, даже раз в 2 недели, раз в неделю ходит подровняться, то есть чтобы всегда у них был ухоженный вид, всегда ничего не торчало и все было клево. А так, в среднем, наверное, где-то раз в месяц мужчины ходят. Тот, кто просто приходит постричься, и, так скажем, ждет целый месяц, наверное, до этого. Среди доверивших ему свою внешность известный шоумен, радиоведущий Юмор ФМ Артур Умедбаев. О сделанном более полугода назад выборе он ничуть не жалеет и за свой имидж спокоен на все 100. Впрочем, сам мастер не дает усомниться в его профессионализме. Стас всегда совершенствует свои знания и умения. Постоянно, наверное, все-таки я нахожусь в информационном потоке для себя, наверное, в обучении. Тот же самый YouTube, ВКонтакте, все соцсети, сейчас это больше развивается среди мастеров, есть отдельные группы, какие-то сообщества, где мы выкладываем свои работы, делимся опытом, что-то новое для себя друг у друга изымаем, вот так вот. В основном, наверное, YouTube, все видеоуроки, наверное, наших западных мастеров. Согласно социологическим опросам, 80% женщин ценят в мужчине не только способности добытчика, немаловажную роль играет и внешность сильного пола. О том, каким должен быть настоящий мужчина, мы спросили у самого Станислава. Современный мужчина, наверное, все-таки, как и раньше, должен держать свое слово, отвечать за свои поступки, любить свою семью, ценить ее, уважать своих родителей. Как он должен выглядеть? Мне кажется, наверное, прошел уже тот век, когда мужчина должен выглядеть как обезьяна, утесанный. Мужчина должен быть ухожен, но не переборщен с этим, так сказать. Хорошо, правильно подстрижен, то есть ухоженное лицо, та же самая борода. Как и во все времена, классический тип мужчин восхваляется и сегодня. Надежный, целеустремленный, умеющий зарабатывать, любящий и заботливый семьянин. У каждой женщины есть свой идеал мужчины, независимо от его профессии. Луиза Мустафина, Радмир Исюнгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.